Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Зимний режим. Паромы на линии изменили график работы и тарифы. Онкоцентр и кардиодиспансер в Якутске. Как дела со строительством этих двух важных объектов? Глава республики проверил ход работ. Клинок, традиции и современность. Мастера из республики представили на международной выставке в Москве якутские ножи. Новоселье в Алдане. Детская библиотека переехала в новое здание. Награда за труд. Мирнинский клуб парашютного спорта «Феникс» стал обладателем 2 президентских грантов. Как клуб работает, на что потратят гранты. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий без проведения аукциона право пользования участками недр федерального значения, внутренних морских вод и территориального моря России для их геологического изучения. Речь идет о предоставлении таких участков в целях поиска и оценки месторождений нефти, газа и газового конденсата из утверждаемого правительством перечня участков недр федерального значения. Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования. Сила Сибири поспособствует газификации восточных регионов страны. Газопровод пройдет по территории Иркутской и Амурской областей, Еврейской автономной области, Хабаровского края и Якутии. Маршрут трассы Силы Сибири проложен вдоль действующего магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь» Тихий океан, что позволяет существенно экономить затраты на инфраструктуру и энергоснабжение. В будущем такое расположение позволит организовать сбыт природного газа с уже разрабатываемых нефтегазовых месторождений, которые сейчас поставляют нефть в ВСТО. Паромная переправа через Лену перешла на особый режим работы. Она временно переместилась в район Жатая. Также до открытия зимней ледовой дороги парому будет сопровождать ледокол. Репортаж Сергея Михедова. Ежегодно в жизни якутян наступает период, когда паромы по Лене свободно перемещаться уже не могут. Но и на машине реку не пересечешь. Опасно. А перебраться на другую сторону стоит острая необходимость еще до открытия зимника. К этим перевозкам привлечены ледокол, буксир от 2131, а также баржа. Единственному парому в виде баржи и тянущего ее буксира путь пробивает ледокол. По плану такой паром совершает 1 рейс в сутки по маршруту Жатай-Техтюр-Жатай и по специальным тарифам. Стоимость перевозки легкового автомобиля составляет от 3900 рублей до 6700 рублей. Грузовой УАЗ, джип или микроавтобус перевозят за 8500 рублей. Джип класса Lexus или Toyota Land Cruiser за 10500 рублей. Что касается грузовых фур, цена переправы стартует от 11100 рублей. Переход от берега до берега занимает у нас где-то в среднем от часа до 2 часов. Большие цены на перевозку у нас 8 тонн в сутки топлива, в принципе, если мы работаем на полный ход. На ледоколе он полный ход, 24 тонны топлива в сутки. 1 тонна дизельного топлива 50 тысяч стоит. Ну и посчитаем цены какие-то. У нас расходы-то получаются суточные 1 миллион, поэтому нам надо и зарабатывать. Теперь переправа временно переместилась в район Жатая. Добраться до туда несложно. Сначала двигайтесь по Намской трассе в сторону Жатая, проехав кладбище перед нефтебазой, поворачивайте налево и двигайтесь по указателям вдоль дач еще примерно 10 километров. Увидев скопление машин, поймете, что вы на месте. Уже к концу этой недели синоптики обещают резкое похолодание. И, безусловно, это затруднит движение паромов. И без того сложное. Поэтому как долго продлится такая переправа, покажет только время. Сергей Михедов, Григорий Охлопков, Якутск. Сегодня глава республики Айсен Николаев проверил ход строительных работ Республиканского онкологического центра и кардиологического диспансера. Какие замечания выявила делегация по итогам этого объезда и когда планируют ввести важные объекты в работу? Репортаж Дмитрия Тымырова. Строительство 2 социально значимых объектов сегодня в столице республики ведется полным ходом. Так, возведение онкологического центра по улице Петра Алексеева идет по плану. Отставания от графика нет, пока на зимний период строительные работы перешли на технологический перерыв.
На сегодняшний день работа произведена, все сваи установлены. Цокольное перекрытие уложено. И, в принципе, все средства освоены. Работы ведутся в графике. Генподрядчик компания King-95. Лимит этого года 130 миллионов рублей. Что касается кардиологического диспансера, то здесь работы идут полным ходом, даже с опережением. На сегодня уже возведены 3 этажа нового диспансера и ведутся работы по возведению коробки. В настоящее время работы закончены на нулевом цикле и уже идет возведение первых 3-4 этажей здания нового центра. Благодаря решению и настойчивой работе команды Айсена Сергеевича Николаева выделена из федерального бюджета полностью почти вся сумма, 4,5 миллиарда рублей из средств развития Дальнего Востока. По итогам объезда 2 объектов здравоохранения глава Якутии дал ряд поручений подрядным организациям и представителям контролирующих органов. Конечно же, я дал задание, чтобы и тот, и другой объект, они все-таки были спроектированы в 2013-2015 годах. С тех пор уже технической части и по кардиологии, и по онкологии достаточно серьезные уже изменения произошли. Появились новые методы лечения, появилось новое оборудование, более качественное. И, конечно, нам хотелось, чтобы к моменту ввода этих объектов в 2022-2023 годах наш медцентр был не уровня 2013-2015 года, а наоборот был одним из самых современных в нашей стране. То есть он должен соответствовать нынешнему времени. И второе, конечно же, очень серьезный вопрос – это вопрос подготовки кадров. И по онкологии, и по кардиологии. Нам надо готовить достаточно значительное количество специалистов. Также глава региона дал указание до 20 ноября предоставить планы графики работ на последующие годы в связи с выделением федеральных средств. В целом, если все пойдет по плану, то эти объекты откроют свои двери в назначенные сроки в 2022 и 2023 годах. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. А проект строительства мостового перехода через Лену должен быть утвержден уже в следующем году. Об этом сегодня также сообщил глава Республики Айсен Николаев на встрече с жителями села Табага. Он рассказал о 4 вариантах строительства моста, которые как раз и затрагивают территорию этого села. Каждый вариант Айсен Николаев рассмотрел с селянами и подробно обсудил. В свою очередь, жители Табаги задавали ряд вопросов касаемо земельных участков, которые попадают под примерные проекты строительства объекта. Обсудив и рассмотрев каждый вариант по отдельности, участники встречи пришли к единому мнению выбрать самый оптимальный вариант, который глава региона будет защищать уже на федеральном уровне в конце текущей недели. Я еще раз говорю, я просто хочу сейчас заручиться вашей поддержкой, потом уже, когда все эти проекты пойдут, мы же все равно сюда приедем, проектно-сметная документация когда будет, уже будем показывать, рассказывать, чтобы мы с вами тогда, ну, чтобы разногласий не было. Как будто первый раз друг на друга не глядели, чтобы вы нам не предъявляли, чтобы мы вам чего-нибудь такого тоже нового не выкатили, да? Чтобы все было решено так, как вот оно задумано. Да, вот это вот вариант. Там, Конечно, это более человеческий вариант. Утепление, потому что постоянно подмывает. И мы, вот я Кирилл Ильич попросил, чтобы мы все-таки все до кладбища все укрепили. Да. Чтобы у нас этот вопрос, ну, раз и навсегда решился, и мы больше к нему уже не возвращаемся. К другим темам лучшего учителя республики отметили премией «Гордость Якутии». Церемония вручения состоялась сегодня в столице. Всего в конкурсе приняли участие 46 человек. Далее путем интернет-голосования в финал попали 5 учителей. Победительницей стала Татьяна Сергеева, учитель русского языка и литературы средней школы номер 1 города Якутска. Уникальный спецпроект «Гордости Якутии» был запущен в 2017 году холдингом «Сахамедиа». Я эту победу посвящаю своим родителям. Это мама Мария Васильевна, учитель якутского языка. Их нет в живых. И папа Власий Петрович, председатель сельсовета. Большие труженики, патриоты своего края, которые внесли вклад в развитие нашей республики. И они, конечно же, являются гордостью Якутии. И эта награда нас вдохновляет на новые победы и достижения. И будет стимулом для покорения новых вершин мастерства, чтобы слово «учитель» во все времена звучало гордо.
Авиакомпания «Якутия» открыла регулярные рейсы из Якутска в Казань. Прямые вылеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям. Подробнее Людмила Соловьева. Рейсы выполняются на комфортабельном воздушном судне Boeing 737-700 с промежуточной посадкой в Екатеринбурге. Время в пути до Екатеринбурга составляет 5 часов 25 минут, а с Екатеринбурга до Казани полет чуть более часа. Да, у нас была наземная подготовка к выполнению этого рейса, потому что авиакомпания впервые открывает этот рейс. Раньше якутяне имели возможность посетить Казань только через стыковочные рейсы или на других видах транспорта. Теперь стало проще и удобнее для пассажиров. Мы очень рады, что такой рейс открылся, потому что мы летим в Чувашию, а это вообще очень рядом от Казани. Раньше нам приходилось летать через Москву, это занимало больше суток. А сейчас наш полет будет очень короткий, поэтому мы очень рады, что такой рейс авиакомпания «Якутия» открыла. У каждого пассажира первого рейса свои планы. Ведь Казань не только красивый город, но и официально считается третьей столицей России. Входит в тройку лидеров в рейтинге самых популярных городов России. Мы давно хотели побывать в Казани. Это очень спортивный город. Это неофициально третья столица России. Это очень красивый город. Там есть Кремль. Международный аэропорт Казани – один из крупнейших региональных аэропортов страны. Носит имя народного поэта Габдуллы Тукая, одного из основоположников татарского литературного языка. Аэропорт находится в 26 километрах от центра столицы Татарстана. Старинный город с тысячелетней историей с каждым годом привлекает все больше и больше туристов. Казанский Кремль включен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Не зря Кремль – излюбленное место многочисленных туристов. Для нашей Казани характерны маленькие мечети с одним минаретом. Чтобы все скромно было, больше одного минарета и не надо. О происхождении названия Казани существует несколько версий и легенд. Чаще всего апеллируют к версии закипевшего котла, отсюда и пошло имя города. Казан на татарском означает «котел». Ныне современный город украшает центр семьи Казан, дворец бракосочетаний, который построен в виде огромного котла Казана. В аэропорту мы познакомились с молодой парой, чья история любви связана с Якутией и Татарстаном. Она приезжала в Якутск. Я прилетела в Якутск, потому что мне было интересно посмотреть на ваш народ. Достопримечательностей много, сохранились такие церкви старинные, также Кремль. Тоже как в Москве, только белый свой, у них татарский. Вот их культура мне понравилась. Она немножко похожа на якутскую культуру. По автомобильной дороге от Якутска до Казани более 7 тысяч километров, по прямой – 4,5. Теперь с прямыми рейсами авиакомпании «Якутия» это расстояние не преграда. Людмила Соловьева, Михаил Неустроев, Казань. 30 секунд рекламы. Вернемся. Оставайтесь с нами и смотрите далее. Клинок традиции и современности мастера из республики представили на международной выставке в Москве «Якутские ножи». Новоселье в Алдане детская библиотека переехала в новое здание. И награда за труд. Мирнинский клуб парашютного спорта стал обладателем сразу 2 президентских грантов. Якутия-24. Программа «Итоги дня». Продолжаю выпуск. Президент России Владимир Путин подписал закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов, которым передаются проблемные объекты в ходе процедуры банкротства застройщиков. Рассчитывать на компенсацию смогут граждане, требования которых ранее были включены в реестр участников строительства в деле о банкротстве застройщика. Сумма возмещения членам кооперативов будет определяться по рыночной стоимости недвижимости на момент выплаты этого возмещения. Она не должна быть меньше суммы пая и тех дополнительных взносов, которые граждане платили в свои ЖСК для достройки дома. Альфа-банк достоверно подтвердил утечку данных ПК 15 клиентов. По факту началось внутреннее расследование. В компании уверены, что утечка не была результатом нарушения защиты информационной системы банка. Сейчас выясняют масштабы этой утечки. В пресс-службе заверили, что инцидент не угрожает безопасности клиентов, поскольку не были затронуты данные, необходимые для доступа к счетам.
Ранее РБК сообщил, что 31 декабря на специализированном форуме появилось объявление о продаже данных 3500 владельцев кредитных карт Альфа-банка и 3000 клиентов Альфа-страхования. В бесплатном доступе были выложены 23 договора с указанием всех персональных данных. В республике устанавливают обстоятельства по сообщению СМИ об управлении 33-летней девушкой с самолетом авиакомпании «Ир Аэро». По предварительным данным, 31 августа этого года девушка была допущена к управлению воздушным судном Ан-24 по маршруту Якутск-Сакырыр без соответствующих разрешительных документов. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Алданская детская библиотека отметила долгожданное новоселье. Теперь читальня располагается на первом этаже новостройки. Дом для сотрудников был возведен железнодорожной компанией, а в часть площадей передана в муниципалитет. В Алдане это такой первый опыт социального партнерства. Сюжет Татьяны Вахниной из Алдана. Где прячется серый волк, почему Василиса премудрая и что варит волшебный горшочек? Экскурсия по абонементу сопровождалась вопросами викторины. В Алданской детской библиотеке, отметившей новоселье на наступивших школьных каникулах, первыми гостями стали маленькие читатели. Биктурсун, тебе понравилось? Да, понравилось. Это мой ученик. Поэтому я надеюсь, что всем очень понравилось. Само здание очень такое чистое, большое, светлое. Детская библиотека теперь располагается на первом этаже новостройки. Квартиры в доме получили железнодорожники, а часть площадей было решено отдать под объект культуры. В Алдане такого рода опыт социального партнерства первый. В новом здании библиотека нуждалась давно. Помещение 70-х годов постройки было ветхим и холодным. О безопасности литературных богатств говорить не приходилось. Да и прежние площади не сравнятся с нынешними просторами. Прохладно, конечно, было. Ну и книгам, естественно. Темно, да, вот как бы. Мебель, конечно, старая у нас там была, что вот. Компьютеров не было, здесь вот компьютеры появились, специализированные стеллажи для журнал, газет. В настоящее время продолжается комплектование новой библиотеки мебелью и стеллажами. Детские и взрослые абонементы, уютный читальный зал, гардероб и туалеты, а также уголок релаксации, где можно уединиться с любимой книжкой. В новой библиотеке комфортно будет каждому читателю. А читателей, убеждены сотрудники и педагоги в детской библиотеке, теперь, несомненно, станет больше. Вообще сейчас наши дети стали читать меньше. В основном они всегда мультики, как мы говорим, еще смотрят, и больше с интернетом. То есть они больше с телефонами, с планшетами. И особенно вот, чтобы привить любовь к книге, мое мнение, что это нужно начинать с семьи. В литературных богатствах библиотеки читатель любого возраста найдет книжку по душе. Фонд насчитывает порядка 30 тысяч экземпляров. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Спортивный комплекс «Элей Ботур» в столице поздравил свою самую возрастную спортсменку. Альбина Егорова отметила 90-летний юбилей. Пожелания и поздравления высказал коллектив комплекса и юные спортсмены. Рассказывает Полина Долинская. Говорят, что любви все возрасты покорны, но, как оказалось, все возрасты покорны и спорту, и активному образу жизни. Альбине Егоровой 90 лет, и ей по праву принадлежит звание самого взрослого спортсмена спортивного комплекса «Элей Ботур». Разрешите пожелать вам крепкого здоровья, никогда не болейте, мы будем на вас равняться, будем тоже заниматься спортом, и наши дети будут, глядя на вас, такими же уверенными и спортивными. Поздравляю! С раннего детства любимым увлечением для Альбины Михайловны были лыжи. С 1995 года она занимается в группе здоровья при спортивном комплексе «Элей Ботур», являясь его активисткой и не пропускает ни одного занятия. А с 2017 года увлекается еще и скандинавской ходьбой, пропагандирует активный образ жизни и с удовольствием делится полезными советами. Я убедилась в том, что вот, чтобы дожить до такого времени и поменьше употреблять таблеток, это, конечно, нужно только двигаться. Специально, чтобы поздравить Альбину Михайловну с таким прекрасным событием, приехала ее подруга и коллега, которая до сих пор ею восхищается.
всегда поддерживает, всегда вот этот позитив создает, что людям приятно с ней общаться. Мероприятие не заканчивается, почти вся неделя у нас вот такая, потому что, что такое 90 лет? Это прекрасный возраст. На вопрос, в чем же секрет ее бодрости и долголетия, Альбина Михайловна отвечает просто. Надо больше радоваться. И больше никакого секрета нет. Альбина Михайловна уверена, что для того, чтобы жить долго, нужно любить себя, радоваться каждому дню и верить, что он обязательно принесет счастье и удачу. Полина Долинская, Григорий Николаев, Якутск. Мастера из республики представили на международной выставке «Якутские ножи». В этом году московские сокольники объединили свыше 250 кузнец и мастерских из России, Европы, Японии и стран СНГ. На выставке состоялись конкурсы для настоящих профессионалов. Кто из мастеров признан лучшим в своем деле, рассказывает наш корреспондент в Москве Айсена Бурнашова. Каждый нож имеет свой характер и свою историю, делится с нами мастер Александр Данилов. Якутский умелец кует ножи более 20 лет и продолжает дело своих предков. На юбилейную выставку он привез свои лучшие изделия – ножи, созданные по старинным технологиям. Александр признается, создать такой продукт – дело нелегкое, но именно возрождение традиций и делает якутские ножи уникальными в своем роде. С поиска руды, заготовка древесного угля, постройка печи и дальнейшая обработка еще тигли надо делать самим. Много времени требует, опытов, экспериментов. У нас только на стенде можно увидеть такие ножи. Вместе с Александром свои изделия представили еще 7 якутских мастеров. Кажется, что под их руками грубый и холодный металл превращается в настоящее произведение искусства. Ножи и ножницы с национальным колоритом, хомусы и якутские батыя привлекли к себе немало внимания. Якутские ножи, они как раз для севера сделаны, с длинной рукоятью и заточкой для того, чтобы рыбу и мясо порезать хорошо. И в то же время безопасные. Преимущество возможности изготовления как и под правшу, так и под левшу. Но если говорить конкретно про этот экземпляр, то у него, конечно, рисунок. Достаточно интересно обыгранная история северная. И здесь, как мы видим, здесь схватка. Свое мастерство якутские умельцы смогли проявить и на конкурсе. Так, в номинации «Кухонный нож» особое внимание жюри уделило остроте лезвия и рукояти ножа. И снова якутские изделия оказались в списке лучших. Именно в этой номинации вчера проходило 86 ножей. Якутские ножи очень удобные, особенно в руках очень хорошо садятся, и очень удобно именно с продуктами работать. Якутяне также посоревновались и в заточке ножа. В течение 15 минут участникам предстояло возродить убитый нож и сделать его идеальным по остроте. Как результат, правильный угол заточки и проверочных 46 срезов. Обточить нож и после этого уже тестировать сначала на веревке, потом на канат. Это все на время. Якутские мастера стали победителями сразу в 3 номинациях. 3-е место за испытание клинка на прочность, 2 призовых места в конкурсе «Художественное изделие» и целых 3 победы в номинации «Кухонный нож». Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. В этом году Мирнинский клуб парашютного спорта «Феникс» стал обладателем 2 президентских грантов на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. Как там проводят обучение и какие этапы надо пройти, чтобы стать полноправным парашютистом? Сюжет Марферины Алексеева из Мирного. Спортсмены-энтузиасты зарегистрировали общественную организацию парашютного спорта в 2014 году. В Мирном и раньше были парашютные клубы, однако из-за дорогостоящего содержания их расформировали. Стать покорителем неба – удовольствие дорогое. Аренда воздушного судна на один вылет стоит не меньше 200 тысяч рублей. Благодаря опытным спортсменам, для которых полет больше, чем хобби, возможность совершить прыжок для всех желающих мирнинцев предоставляется совершенно бесплатно. Ежегодно организаторы клуба участвуют в различных районных, республиканских и всероссийских программах и грантах. В этом году, будто подарок на 5-летие клуба, удалось выиграть сразу 2 президентских гранта. Средства были направлены на летное время и приобретение нового парашютного оборудования. У меня это общественная работа такая. Тем многие удивляются, зачем мне это надо. Как ребят готовить
с удовольствием занимаются, видишь, как они доходят до этого, столько эмоций, потом ну, просто сам радуешься за них. Мы занимаемся вот не просто вот так, готовим вот парашютистов так, ну, для себя там, еще для чего-то. Вот у нас как военно-патриотическое воспитание, мы занимаемся молодежью в городе. Есть ребята, которые в ВДВ служили, приезжают оттуда, делятся своими вот впечатлениями. Естественно, это стимул такой большой. Занятия проходят в регионально-техническом колледже 2 раза в неделю. Стать учащимся клуба может любой желающий. Совершить прыжок можно строго после 14 лет. У нас физическая подготовка, то есть мы и бегаем здесь, и ноги разминаем, как бы дыхание, все остальное, прыжки. Кто-то занимается укладкой, налистыванием парашютов. Кто первый раз занимается чисто только налистыванием, сами сначала показываем, потом они отрабатывают в подвесной системе до автоматизма, ну или как говорят, еще мышечная память есть. Прежде чем ребята совершат свой первый прыжок, все отрабатывается в таком специальном полигоне. Здесь есть подвесная система и специальный тренажер для того, чтобы отрабатывать любые виды приземления, а также прыжок из воздушного судна. Многие приходят в клуб ради совершения одного прыжка с парашютом. Но программа также предусматривает и доведение учащихся до уровня спортсменов. Это свободное падение и приобретение навыков управления, а также умение точного приземления и даже возможность совершить прыжок на скоростных и более маневренных парашютах. По 10 человек где-то в год доходит до спортсменов. Это, в принципе, для нас это нормально. В воскресенье и среду я каждый раз жду, не могу дождаться тренировки, потому что это как дом уже для меня. Я за этот год сделала 6 прыжков. И получается, сделаю их все на первоначальном куполе, вот на юниоре, вот на таком. А дальше я хочу пойти на спортивные купола и на более высокие высоты. Ну, у меня есть такая мечта, желание поступить потом в авиационный и уже учиться что-то в этом роде. После 3-го прыжка учащимся выдают удостоверение парашютиста. А после 5-го ученик становится полноправным спортсменом. И ему вручают паспорт и книгу парашютиста, где спортсмен в последующем фиксирует свои прыжки. За 5 лет работы клуб выпустил более 50 спортсменов. И около 400 людей осуществили прыжки и ощутили непередаваемое ощущение экстрима и радости полета. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Якутия-24 продолжает свою работу в прямом эфире. Оставайтесь на нашем канале, будьте всегда в курсе.